Люди наши настолько хотят в селе перемен, что они за него проголосовали. Людям нужны перемены, им нужны не еврохатоны, да, для избранных, а массовые, для подушевое субсидирование, то, что доходит до каждого, например, да, то, что не оседает на счетах, может быть, каких-то крупных вот этих посредников и так далее. Да. И вот это мы увидели. Естественно, голосам, это был неожиданный совершенно подарок, селяне наши проголосовали за Грудинина, и, естественно, к ним добавились голоса нашей традиционной оппозиции, которая всегда голосует. Запрос на оппозицию в нормальном обществе всегда есть, но на этот раз голоса оппозиции были, по моему субъективному мнению, меньше, чем голоса селян, да? Потому что даже в той же КПРФ ветераны, которые всегда с утра пораньше голосуют, да, и то они как-то не восприняли своего кандидата официально воспринятого, не все восприняли официально выдвинутого партией и голосовали как-то по-другому. Но были те, которые голосовали лишь бы за оппозиционного кандидата. Запрос на оппозицию на этих выборах в основном выполнил Грудинин. Люди, конечно, не дураки же, да, понимают, что эти фитоняшки, эти такие в общем-то, далекие от политики люди, их мнение как-то не ценится, да. Вот. Ставка на этих, у них это, был, конечно, период такой, да, период поп-политики, популярной политики, да, когда во власть там избирались люди, это артисты, спортсмены, и, может быть, даже эти, да, вот такие, своего рода фитоняшки, да. Их время уже проходит, потому что люди стали умнее, они хотят узнать мнение более таких авторитетных источников. Поэтому фитоняшки в политике не работают. Если их призывы голосовать за определенного человека, они не имеют большого влияния на общественное сознание. И даже была какая-то установка, чтобы единороссы не пиарились за счет кандидата Путина, да, чтобы они не продвигали его через позиционирование себя с ним, с партией и так далее. Да. Вот мне кажется, что этот запрет все-таки тоже повлиял на итоги выборов. Потому что среди единороссов очень много лидеров мнений, много руководителей, много уважаемых людей. И то, что был некий негласный запрет, чтобы они не агитировали, да, они сдержанно как-то к этому относились. Да. А можно было бы, наверное, поактивнее. Кто-то нарушал, кто-то старался, пытался. А если бы они этого не делали, я считаю, что и этих процентов бы не набрали. Да? WhatsApp информация, она призывала к эмоциям, да? Эмоционально наполненной информацией была. Да? А то, что подавалось через официальные СМИ, они как-то были какие-то скучные и не вызывали внимания. Да? И таким образом их влияние, контент, малоэмоционально наполненный, он как-то слабое было влияние. А WhatsApp сообщения, они были, они общались да, сообщения, они предназначены были для, общались на равных, например, да, не так, как официально, мы вас информируем, и все, да, а WhatsApp сообщения, они призывают к диалогу, да, и человек, вступая в диалог в этих WhatsApp-группах, он таким образом менял свои какие-то взгляды в пользу какого-то кандидата. То, что у нас WhatsApp победил телевидение уже где-то 2-3 компании назад уже выяснили же, да? У нас уже через официальные эти уже соцопросы уже мы знаем, что большая часть якутян получает информацию из WhatsApp, и только потом идут телевидение и другие источники информации. Да? А именно при выстраивании работы не все эти моменты были учтены. Слабое звено я вижу в соцсетях и в мессенджерах. Якутия – это предвестник. Да? Якутия первым показывает латентные, скрытые процессы, которые происходят в нашем обществе, в российском обществе. Да? И те латентные такие процессы, они проявляются сначала у нас. Помните, наверное, студенческие эти волнения 86 года, да? Которые
имели продолжение по всему Советскому Союзу. Да? Это же какая-то перезревшая латентная проблема же была, да, которая не признавалась, но у нас проявилась впервые у нас. Из положительных таких примеров, можно сказать, у нас политика ЗОЖ, антиалкогольная политика, да, у нас тоже началась. И сейчас она подхватывается другими регионами, сейчас, если посмотреть. И много-много таких примеров, когда вот Якутия, она впервые начинает. Допустим, возьмем это спортивные игры «Дети Азии», да? Их аналоги тоже вот появляются в регионах. Здесь то же самое. Запрос на социальную справедливость, можно двумя словами сказать, да? Вот требования какие ставятся сейчас населением. Поменьше капитализма, побольше социальной справедливости. Вот такие. И сейчас я вот в преддверии выборов у нас очень такие резонансные информационные поводы были. Так, да? Вот до этого вот дальневосточный гектар. Вот, да? Вот люди проголосовали против дальневосточного гектара, можно сказать. Те грудинцы, те, которые проголосовали за Грудинина, они проголосовали против дальневосточного гектара. Сейчас можно признать, что большинство населения очень плохо относится к этому закону. Против химзавода. Вот помните, да? Осенью были такие очень такие активные выступления против химзавода. Тоже вот за Грудинина против химзавода. Еще было резонансное событие, это когда прокуратура приехала сюда, чтобы проверять на предмет добровольности изучения якутского языка. Все это интерпретировалось как давление, враждебные какие-то действия со стороны федерального центра. А те лозунги, которые предлагал Грудинин, они как бы совпадали мнением людей. Этот год у нас очень выборный. Предстоят выборы в Госсобрание Илтумен, в Якутскую городскую думу, и по муниципальным образованиям, да, очень много будет выборов. Конечно, я думаю, что уроки должны извлечь все силы. И оппозиция делает свои выводы, и партия парламентского большинства делает свои выводы, да, и одномандатники тоже. Они лежат на поверхности на самом деле, да. Поэтому так же, как в Инстаграме, в Ютубе, люди лайкают что? Люди лайкают там, где есть эмоции. Люди лайкают там, где есть живая человеческая связь, да? Голосуют также. Поэтому учитывать надо эти моменты, ближе стучаться к людям. Зомбоящик теперь не решает все вопросы. Это уже давно так. Я считаю, я проработал тоже 2 года в управлении госалкогольного контроля, и там у нас очень плохие показатели по алкоголю получается, да? Там больше заболеваемости алкоголизмом, там больше. Просто у нас очень честная статистика, которую все фиксируют, и честное проведение выборов. У нас все было честно, поэтому у нас такие правильные, такие неискаженные такие получились результаты. Я считаю, что совершенно нет причины нагнетать какую-то панику. В обществе, где есть интернет, не может быть оно полностью подконтрольно административному ресурсу. А якутяне – это очень продвинутые люди. У нас почти 100% абонентов, владельцев мобильных телефонов подключены к мессенджеру WhatsApp. Это интернет, там есть группы, там идут очень такие горячие обсуждения. Горели страсти, ссорились мужья с женами, братья с сестрами, коллеги и так далее. То есть страсти кипели. Но люди проголосовали так, как проголосовали, считали, что это достойный результат, и не надо устраивать гонку за процентами. В демократическом обществе как кто голосует, и не надо из этого очень странно читать какие-то публикации, давайте сами-то не будем поддерживать эти игры, что грядут некие санкции, что Якутия может за это поплатиться, что могут урезать федеральные субсидии, субвенции, или даже могут быть приняты какие-то кадровые решения. Но не стоит нам самим в своем собственном информационном поле поддерживать такие игры.